Значит, второй у нас Моргенштерн, поскольку у нас была ситуация такая, что они недавно записали видео, да, совместное. Соответственно, про Моргенштерна два слова буквально про Моргенштерна. Что я хочу сказать? Это гетеросексуал, он не гей, и он даже не бисексуал. Безусловно, поскольку он наркоман, а он наркоман. То есть я не могу сказать, что это какой-то дворовый гопник, что это какой-то, знаете, ну я не знаю, там... мажорский, какой-то мажор, избалованный мальчик. Нет, это просто наркоман. Наркоман – это наркоманы, классические наркоманы, они вот такие. То есть, понятное дело, что это лучший представитель всей этой наркотусовки, но, в принципе, они вот такие, они свойские, они глубокие, они интересные, они очень харизматичные, они совершенно офигенные, они голову сносящие просто, в них можно влюбиться, да? Но, к сожалению, он наркоман, и это его погубит. К 22 годам он довольно рассудительный мальчик, очень проработанный, удивительно, просто удивительно. Я не знаю, в какой момент и когда, с каким психологом, но он очень проработанный. Правда, вот я с высоты своих лет терапевтических, да, могу сказать, что он очень много видит, и это большая редкость. У него очень хорошо подразмыты границы, он очень часто бросает себе вызов, да, почему бы нет, а почему, а что слабо и так далее. В целом он мне очень симпатичен, да, он сейчас немножко, у него так подсъезжает чердак от этой славы, но у него нет этой избалованности, он не избалован. И Москва его еще пока не развратила, я вижу в его глазах глубину, мне он очень приятен и интересен, смотрю я на его вот эти какие-то не желваки, как они называются, вот этот подбородок, думаю, подпилить ему этот подбородок, не подпилить, может быть, и не надо ему его пилить, в этом и есть его колорит и сок, и смак, да. Мальчик, он гиперчувствительный, невротик, истеричка, что еще я могу сказать? Ну, в общем, интересный типаж, но у меня прогноз не очень хороший, потому что он наркоман. Он наркоман, и, соответственно, успешных наркоманов, если он не еврей, потому что только еврей может выкарабкаться из говна. У них очень сильные такие, понимаете, они не спиваются, у них хороший такой вот сохранный какой-то ген относительно наркотиков, что они могут выкарабкаться. А он у нас башкир, да, поэтому навряд ли... Русский-то это вообще не выкарабкается из наркоты. У башкира есть чуть больше шансов вырваться из этой всей зависимости, да. Не знаю, но вот у меня не очень хороший прогноз. Короче говоря, видите, да, как наркота вся это сожрала вообще его цвет лица, сожрала эти зубы ему. В 22 года выглядит он уже потрепанным, потасканным. Ну вот у него очень хорошая девочка, и часто, кстати, вот такого плохого мальчика тянет к таким ангельским девочкам. Девочка у него очень красивая, очень нежная, очень приятная такая, да, как будто бы вот он тень, а она какая-то, она такая божественная, такая как ангел, свет. Вот. Значит, что я хочу сказать? Гомосексуальности я вообще не вижу, может быть, я вижу некоторую продажность, то есть я вижу мальчика продажного, крайне хитрого, просто крайне хитрого, удивительно, крайне хитрого, продажного и что еще я про него могу сказать? Навряд ли он будет заниматься гомосексуальным сексом, разве что, может быть, там, когда он нанюхается, проснулся в угаре, почему у него жопа болит, он не понимает, понимаете? Но вот так осознанный выбор сделать, заниматься гомосексуальным сексом, нет, он этого делать не будет. Все, он любит женщин, это я вижу. Так, следующие на повестке дня. Кто у нас? Мы сейчас пробежимся по самым интересным персонажам, да, вы понимаете, конечно же. Ну вот они с Дудем, там, кто пожмет сильнее, да, штангу эту жали, а Моргенштерн сильнее, на самом деле, потому что он более худенький, соответственно, у него и вес должен быть другой. И я так посмотрела, что Дудь послабее, несмотря на то, что Дудь поражал 25 раз, а Моргенштерн поражал, по-моему, 23, но в любом случае Моргенштерн посильнее. Ну вот, к сожалению, его сожрут наркотики, и прогноз не очень хороший. Хорошо, ну и они вообще, если вы замечаете, держатся год-два следующий, да, видите, рэперы долго не держатся. Он сказал такую вещь: когда я писал рок, это было никому не нужно. Все правильно, когда ты писал рок, это никому не нужно. Вот он называет себя «я гений, я гений». Гений – это то, что не может повторить обычный человек. Вот и все. Рэп – это не гений, твои песни забудут ровно через год. И в этом весь ужас, и как бы весь в этом, как сказать,
есть в этом и печаль. Все, никто не будет петь твои песни. Это не Элвис Пресли, это там не Металлика. Так вот, сделать красивый рок, это действительно нужно быть гением, чтобы слушали рок, да, а не помойку какую-то. Так вот, гениальную вещь слушают из поколения в поколение. Она не забывается никогда. А рэп... Все, через год этого больше не будет. И понять, что ты прожил эту жизнь, тебя носили на руках год-два, ты сорвал там сколько там, 200-300 миллионов рублей, и все на этом, и тебя забыли, да, и вот от этого переживания потом начнутся вот эти срывы, да, грибочки его, соли и все, что он очень сильно любит. Хорошо, значит, это наш Моргенштерн.